Доброе утро, уважаемые друзья! В эфире национальной вещательной компании «Саха» передача «Новый день». В последующие 60 минут вы узнаете много интересной и полезной информации. В студии работает Власий Сергеев. Ну и по традиции в начале эфира, дорогие друзья, предлагаем вам обратиться к прогнозу погоды. Итак, сегодня 22 декабря, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В 6 часов утра в центральных Улусах минус 45, минус 46 градусов. Днем ожидается минус 42, минус 45. Заречье минус 43, минус 47 утром и минус 39, минус 47 днем. Южные Улусы минус 24, минус 37 утром, ну а днем минус 23, минус 34 градуса. Вилюйские Улусы минус 41, минус 44 утром и минус 33, минус 44 днем. Нижнеленские Улусы утром минус 47, минус 48, днем минус 44, минус 48 градусов. Западные Улусы минус 33, минус 39 утром, ну а днем минус 33, минус 39. Колымо-Индигирские Улусы минус 26, минус 46 утром и минус 30, минус 42 днем. Янские Улусы утром минус 40, минус 48 градусов, днем минус 29, минус 44. Северо-западные Улусы минус 24, минус 42 утром и днем минус 29, минус 42 градуса. В Якутске, столице республики, в 6 часов утра температура воздуха минус 42 градуса. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В плане ветра у нас штиль 0 метров в секунду. Днем ожидается небольшой снег минус 40, минус 41 градус. Отмечаем, что сегодня все учатся. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы хотели бы передать слово нашим коллегам из информационной редакции, которые расскажут вам о главных новостях региона и страны на сегодняшний день. Эфир продолжает новостной блок. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. Оценить доступность медикаментов для больных с ковидом во всех российских регионах. Такое поручение дал председатель правительства России Михаил Мишустин Минздраву по итогам ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Мишустин также поручил за неделю разобраться с вопросом о выплатах в полном объеме медикам, борющимся с коронавирусом. Речь идет о 4 регионах – Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях. Роспотребнадзор советует после вакцинации от коронавируса избегать стрессов для организма. В ведомстве рекомендуют не переохлаждаться и воздержаться от продуктов, вызывающих аллергию. Напомню, в России зарегистрированы 2 отечественные вакцины против коронавируса. Одна разработана центром имени Гамалеи, другая центром «Вектор». В скором времени возможна регистрация 3-й вакцины, созданной научным центром имени Чумакова Российской академии наук. В селе Бахсы Чурапчинского района открыли фельдшерско-акушерский пункт в рамках национального проекта здравоохранения. Новый объект полностью оснащен медицинским оборудованием и мебелью. Есть кабинет фельдшера, процедурная, смотровой кабинет и подсобные помещения. Местные жители отмечают, что это отличный подарок к Новому году. Открытие этого ФАП очень знаменательно и очень важно для социального развития, ну и для населения в общем. За короткие 2 месяца подрядчик даже за неделю раньше срока закончил строительство и дополнительно нам выделили деньги для приобретения медоборудования и мебели, которые мы тоже закупили и полностью установили, который отвечает стандартам по оснащению ФАПа. Дальневосточную авиакомпанию создадут до 1 февраля следующего года. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чукунков. Он отметил, что договоренности были достигнуты с главами субъектов Дальневосточного федерального округа. Авиакомпания будет работать на базе «Авроры». Дистанционное оформление пенсий и пособий продлят до конца 2021 года. Напомню, такой порядок ввели в апреле из-за пандемии COVID-19. В документе уточняется, что упрощенное назначение выплат распространят и на граждан, которые выехали на постоянное жительство за пределы России. Если нововведение покажет эффективность, его могут закрепить на постоянной основе.
В Роскачестве дали рекомендации по выбору живой елки. Эксперты советуют обратить внимание на состояние хвои, которая не должна быть сухой и ломаться. Роскачество отмечает, если иголки пожелтели, значит дерево срубили уже давно. Вес дерева должен быть пропорционален его размеру, а слишком тяжелое дерево может говорить о напитанности влагой. В организации также рекомендуют после покупки дать дереву согреться до комнатной температуры в течение нескольких часов. Затем они советуют напитать дерево влагой, обновить его срез и поставить на сутки ведро с водой. Для установки елки можно использовать искусственный пористый материал, который хорошо впитывает и долго удерживает влагу. К этой минуте у меня пока вся информация. Берегите себя, носите маски и соблюдайте социальную дистанцию. До встречи. Таковы новости к этому часу. Мы благодарим наших коллег и, конечно, надеемся, что сегодняшний день запомнится вам, дорогие друзья, только положительными событиями. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы хотим предложить вашему вниманию нашу традиционную рубрику под названием «Гороскоп». О чем нам говорят звезды сегодня, узнаем из следующего материала. Сегодня овны склонны фантазировать, витать в облаках и изобретать невозможное. Как только требуется вернуться к решению каких-то простых земных задач, вдохновение вас покидает. Соблазн отложить все на потом очень силен, но поддаваться ему никак нельзя. Будьте ответственны и серьезны, это даст вам шанс достичь большого успеха. Тельцы. Отличный день для работы. Вы быстро справляетесь с тем, что прежде казалось почти непосильным. Будет возможность довести до конца то, что было начато давным-давно. Отняло много времени и сил. Становится совершенно ясно, чего вы хотите добиться в будущем. Если вы сделаете выбор сегодня, то сомневаться в нем больше не будете. Довольно неоднозначный день для близнецов, но все же не такой сложный, как может показаться поначалу. Привычные методы могут не давать нужных результатов. Чем раньше вы начнете искать новые нестандартные пути к цели, тем быстрее получите то, к чему стремились. Возможно, приятные новости и интересные деловые предложения. Раки. Будьте предельно осторожны. Это поможет избежать трудностей, которые сегодня могут подстерегать вас в самых неожиданных местах. Чтобы избежать конфликтов с окружающими, вам приходится быть очень терпеливыми и снисходительными. Часто общение, которое в другое время доставило бы удовольствие, кажется утомительным. Старайтесь избегать споров. Львы. Нелегко будет смотреть на вещи реально. Собственные фантазии нравятся вам больше, чем истинное положение дел. Однако, чем раньше вы откажетесь от иллюзий, тем лучше. Следите за тем, чтобы в делах был порядок. Вовремя выполняйте все свои обязательства, не нарушая правил. Девы. Появится несколько неплохих идей, но реализовать их удастся не сразу. Своими планами делитесь только с теми, кому давно доверяете, а секретами не делитесь ни с кем. Удастся решить важные финансовые вопросы. Тут вас не подведет деловое чутье. Вероятны выгодные сделки. Весы. Сохраняйте спокойствие. Сегодня это будет труднее, чем обычно. Слишком часто обстоятельства складываются не так, как хотелось бы, и приходится сталкиваться с неожиданными проблемами. Не исключено, что придется изменить планы. Обратитесь к близким людям за поддержкой, они найдут нужные слова. У скорпионов подходящий день для общения и поиска единомышленников. О своих целях и планах вы рассказываете так захватывающе, что никто не сможет остаться равнодушным. Не исключено, что с общих дел и рабочих проектов начнутся неформальные отношения, дружеские или романтические. Не исключены предложения, касающиеся смены работы. Удачное начало дня у стрельцов, поэтому лучше не откладывать дела и не тратить время зря. Можно быстро решить организационные вопросы, оформить нужные документы, а также сделать удачные покупки. Хорошо проходят переговоры. Некоторые стрельцы могут получить очень заманчивые предложения. Козероги. Сохранять спокойствие нелегко, но необходимо. Пусть не все идет так, как вы ожидали, и день преподносит один сюрприз за другим. Все равно старайтесь не нервничать и не волноваться, обдумывать каждый шаг и не поддаваться на провокации. Очень полезным окажется жизненный опыт, полученный раньше. Водолеям можно не опасаться серьезных проблем. Звезды на вашей стороне. Обстоятельства складываются благоприятно. Вы внимательны к мелочам, и именно это часто помогает избегать ошибок, принимать правильные решения. Возможны незапланированные деловые поездки. Они займут немало времени, но принесут достойные плоды.
Рыбы, не все складывается так легко, как хотелось бы, но вы справляетесь с трудностями и достойно преодолеваете испытания. Окружающих часто удивляет ваша настойчивость. Там, где другие отступили бы, вы продолжаете двигаться к цели и достигаете ее. Возможны полезные знакомства, встречи с людьми, которые могут оказать вам важные услуги. Друзья, надеемся, что звезды сегодня будут на вашей стороне, и вы достигнете сегодня всех поставленных целей и задач. Ну и перед тем, как перейти к нашим основным темам сегодняшнего эфира, мы предлагаем сейчас вашему вниманию подборку интересных новостей. Итак, давайте начнем. Диетологи назвали продукты, которые не сочетаются с шампанским. По мнению специалистов, продукты, богатые жиром, такие как маскарпоне, сливочное масло и майонез, плохо сочетаются с игристым и могут вызвать обострение панкреатита, тяжесть, тошноту и вздутие живота. Мясо, особенно жирная свинина, также не подходит к шампанскому. Специалисты также включили в список нежелательных продуктов шоколад, конфеты, мармелад и рис и другие сладости, так как регулярное сочетание этих продуктов с шампанским может привести к нарушению обмена гормона инсулина и развитию сахарного диабета. Избежать проблем с желудочно-кишечным трактом поможет правильная закуска. Диетологи считают, что лучшими закусками к шампанскому являются нежирная рыба или птица, сыр, овощи и фрукты. К тому же эти продукты легко усваиваются и не способствуют набору веса. Пение способно продлить жизнь. Такое заявление сделали ученые из Ельского и Гарвардского университетов. Они пояснили, что указанное занятие способствует снижению артериального давления и улучшению здоровья мозга. Также пение уменьшает риск возникновения деменции и борется с проявлениями депрессии. Кроме того, во время пения в организме вырабатываются эндорфины, которые влияют на общий эмоциональный фон и заставляют человека ощущать радость. Ученые также подчеркнули, что вокальные способности поющего не важны. В ухе находится рецептор, называемый саккулюсом, который реагирует на создаваемые во время пения частоты. Этот отклик вызывает чувство удовлетворения независимо от звучания мелодии. Ну что же, друзья, так что все поем, радуемся и продолжаем себе жизнь. Ну и хотелось бы напомнить, что 26 декабря на канале НВК «Саха» пройдет прямой эфир гранд-финала, где будут выбраны лучшие спортсмены года нашей республики. Вы можете принять участие в голосовании на сайте Спорт Якутии. Ну а сейчас мы хотим уйти на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Впервые в Якутске стильные роскошные шубки из натурального меха от крымской меховой фабрики «Дуэт Фур». Новая коллекция. Все изделия из канадского сырья. Модницы Якутска, нам есть что вам предложить. Торговые ряды Кружала, улица Амосова, дом 1. Аксыне 30 күнүгө НВК Саха ахагаты бириге. Жол түгүлгете республикадагы бирек супер биристери ойноллар. One Toyota массына. Жокускайга 15 сыр участага онтон датын сынала биристер. Ойнитуга кыттар Матамир магазин сертификаттара Жокускайга улустарга атланалар. Саңа жылга жол түгүлгете Энжиагар. Дарение и получение подарков официальными лицами ставит под угрозу объективность принимаемых решений. Государственный и муниципальный служащий не должен получать подарки. Подарки и деньги в том числе могут расцениваться как взятка, что создает условия для возникновения конфликта интересов. В салонах «Торнадо» с 19 декабря по 13 января праздничные скидки до 70%. Розыгрыш 100 тысяч рублей. «Торнадо». Алыптақ саңа жыл үйнер кейхетігер, қас бірді кейі керені жіктіні кәдәр. Тәтім мағахын кәлін ер саңа жылынан ағардалан тұран, барадығар беуін бұрығын адылы чәпчәтіні білдер. Тәтім сақалы тыыннақ бәләғын. Сақабыт сайдам жонын уру ювелирне компания саңа жылынан ағардалыр. Үйері көті үктәлленен, жол соргу кынаттанын, чугас, таптыр жоңғытуғар уру седерей оңғықтырын бәләқ ұндың. Уру күт тәнейдін.
Еще раз доброе утро, дорогие друзья. С вами вновь передача «Новый день». Мы работаем в прямом эфире. Сегодня, 22 декабря, отмечается День создания Пенсионного фонда России, крупнейшей федеральной системы страны, которая оказывает услуги в сфере социального обеспечения. С какими успехами и настроем этот знаменательный день встречают работники ПФР, нам расскажут начальник межрайонного управления ПФР России в городе Якутске Галина Прокопьевна Андросова, а также начальник управления ПФР в городе Якутске Евгений Валерьевич Капитонов. Они сейчас с нами на прямой связи. Итак, Галина Прокопьевна, Евгений Валерьевич, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, с каким же настроем и успехами вы встречаете этот день? Мы, конечно, в первую очередь вас поздравляем с вашим профессиональным праздником. И, собственно, какие у нас успехи? Спасибо. Этот новый день я встречаю 28-й раз, работая в этом ведомстве. Поэтому у нас сегодня настрой рабочий. Тем более мы получили новое задание от руководства страны 17 декабря этого года. Выдать всем детям до 8 лет по 5000 рублей. Так что мы занимаемся не только пенсионным обеспечением, да, но и социальными программами страны. Поэтому день бодро начинаем. Ну, настрой я прям ощущаю, да, в студии. Вот, я думаю, все наши телезрители тоже так же чувствуют ваш настрой. Ну и хотелось бы задать вот такой вопрос. Вот сегодня в северных районах, да, проживает очень много вот ваших подопечных, так скажем, ну скажем так, да, вот сколько же вообще в северных районах проживает вот людей, которые получают пенсии, кто из них получает вот страховые пенсии по старости и, собственно говоря, о сумме денег, каков размер этой самой пенсии? На 1 октября этого года, да, проживает на территории 14 северных наших арктических районов 75 529 человек. Из них пенсионеров 25 949. Ну, ощутимая цифра, да, значит, сколько населения на севере обеспечивает сегодня пенсионный фонд пенсиями. Пенсия по старости, мы для сравнения берем только пенсию по старости, это наших 12 улусах, где районный коэффициент 60%, 23 138 рублей. А в Нижнеколымском улусе, там уже где 2 коэффициента, да, то 27 283. И в депутатском 25 157, потому что там разные коэффициенты в населенных пунктах. Угу. Евгений Валерьевич, вот что касается показателей вот в Якутске. Ну, на сегодняшний день город Якутске выплачивает 1/3 пенсионеров, и, соответственно, общее количество пенсионеров у нас сегодня составляет 75 517 получателей, а средний размер пенсии у нас с районным коэффициентом 1,4 получается 19 848 рублей. И тут я хочу еще дополнить, сказать, что свыше 100 лет у нас в городе Якутске проживает 4 пенсионера. Самый старший возраст у нас получается 102 года. И от 80 до 100 лет у нас сегодня в городе Якутске проживает 4955 пенсионеров. Соответственно, женщин такого возраста у нас составляет 3624, а мужчин 1331. Угу. Ну вот сейчас я предлагаю поговорить о федеральной программе, да, материнского капитала, которая включает вот 94 тысячи, ну более 94 тысячи семей, получивших вот эту поддержку, да. Ну, также, если говорить о суммах, это более 23 миллиардов в денежном выражении. На что в основном вот направляются данные средства и каковы самые популярные направления? Ну вот, в городе Якутске в этом году выдано, то есть оформлено было сертификатов на 6469 мамочек семей, да? В основном, конечно, пользуются этими, распоряжаются материнскими сертификатами на улучшение жилищных условий. Это получается у нас молодые семьи, так как в этом 2020 году были внесены изменения, соответственно, мы начали оформлять материнский сертификат при рождении первого ребенка, и номиналы были увеличены.
до 616 рублей 617. И, соответственно, у нас на улучшение жилищных условий пользуется 1551 семей. Вторым показателем у нас на ежемесячные выплаты 809 семей. И, соответственно, в эту категорию попадают семьи, у которых разница в возрасте, сертификаты оформлены на детей после 3-4 детей, соответственно, первые дети уже выросли, окончили среднее образование и поступили учиться, соответственно, у нас идет использование на образование детей. Сегодня у нас в городе использовал материнский сертификат, это 335 семей. Мгм. Ну что ж, а у нас остается совсем немного времени, и напоследок хотелось бы поинтересоваться у вас, вот у нас впереди 2021 год, и какие новшества принесет год грядущий? Вот в пару словах буквально. Вот на севере и в Якутске. На севере в Якутске и на севере, так же как и всем пенсионерам Республики России, мы ожидаем повышения пенсии с 1 января страховой пенсии на 6,3%, да, ну и дальше 1 апреля государственные пенсии повысятся, а там еще повысится материнский капитал с 1 января этого года. Так что всех ждет повышение. Ну что ж... В дополнение хочу я сказать, что до 31 декабря 2020 года все работающие жители нашей республики, то есть по всей стране, обязаны дать работодателю заявление о том, что они могут перейти на электронный вид трудовой книжки. И, соответственно, с 2021 года, кто начинает трудовую деятельность, оформление трудовых будет в чисто электронном виде. Ну что ж, Галина Прокопьевна, Евгений Валерьевич, выражаем вам благодарность за то, что вы нашли время, вышли с нами в эфир. Да? Еще раз поздравляем с вашим профессиональным праздником, желаем вам хорошего и успешного дня. Ну что ж, друзья, мы хотели бы отметить, что сегодня, да, 22 декабря, помимо этого события, у нас также отмечают День электрика. И в их профессиональный праздник, в этот замечательный день, наш коллега, корреспондент Аскалон Семенов встретился с энергетиками нашей республики. Давайте посмотрим сюжет. В профессиональный праздник всех работников энергетической промышленности мы побывали на одной из самых молодых и высокоэффективных электростанций на Дальнем Востоке России, на Якутской ГРЭС-2. Там нас встретил машинист-обходчик турбинного оборудования Александр Сергеевич Гломаздин. Судя по его истории, можно смело сказать, что работа в энергетике – это его судьба. Нет, скорее так сложилось в моей жизни, что все меня связывало с энергетикой и в дальнейшем, естественное образование. Потом, конечно, работа на более мелких объектах энергетики после уже приобретенного опыта поставил себе задачу работать в большом проекте. Благодаря работе Якутской ГРЭС вся центральная Якутия и город Якутск круглогодично обеспечены электроэнергией. Работа эта очень важная и ответственная, а хорошее профессиональное образование дает возможность грамотно выполнять свои обязанности. Высшее образование я закончил Забайкальский государственный университет, кафедра энергетики, теплоэлектрические станции. Год окончания, 2012 год. Сотрудник электростанции работает по сменам. Главная обязанность Александра – следить за газотурбинными установками и предотвращать их неисправности. Наш рабочий день начинается с получения информации за прошедший период работы другой смены, после чего мы приходим на свои рабочие места и начинаем такую же работу, деятельность по обслуживанию или как по наблюдению за оборудованием. Обслуживаем, да, обеспечиваем его бесперебойную работу и
То есть это рутина, которая постоянная, наверное, безостановочная. С каждым годом энергетическая отрасль в России развивается все динамичнее, и якутская ГРЭС тому пример. Открытая в 2017 году электростанция работает по самым современным технологиям. В качестве топлива тут используется природный газ средневилюйского месторождения. Сейчас эта станция обеспечивает выработку до 60% электроэнергии для центрального энергорайона Якутии и до 40% тепла для жителей Якутска. Да, станция современная, станция интересная, станция, коллектив образованный, дружный, ну, как бы только положительное все. Желаем Александру Сергеевичу плодотворной работы, а всех работников энергетики Якутии поздравляем с профессиональным праздником. Аскалон Семенов, Александр Жуков, город Якутск. Накануне Нового года жители многоэтажного дома в Якутске поздравили своего дворника за то, что он 3 года безупречно выполнял свою работу без выходных. Давайте посмотрим сюжет об этом. Рабочий день Андрея Егоровича Старостина начинается в 6 часов утра, завершается после наступления темноты. Не потому что такой график или суровое начальство, а потому что только так он может быть уверен в идеальном состоянии своего двора. Полностью вот это все во дворе убрать, у меня выходит 3 часа, 3-4 часа, это если вообще без перекуров. Вот. 3-4 часа я убрал, ну, пошел чай попил, посидел, потом опять вышел. Если вот так вот снег опять сейчас вот напорошил, я вот сейчас пойду домой чай попил, выйду, да, ну еще раз пронесу, ну чтобы не утаптывали. В канун Нового года жители 6-го корпуса 203-го микрорайона исполнили заветную мечту Андрея Егоровича. Подарили ему сертификат на приобретение телевизора. Наш Андрей Егорович, он особенный, поэтому, наверное, его и выделили наши жители, потому что он трудится, даже, можно сказать, в свое свободное время, да, все вкладывает в наш двор. Вот, поэтому мы очень, конечно, гордимся тем, что отметили нашего работника, что труд дворников ценят, да, уважают, не то что, ну, как человека даже, очень ценят и уважают. В большой группе дома мы обсуждали целый день, что подарить. Мы пришли к единому мнению, что, конечно, если человек мечтает о телевизоре, да, как раз вот это Новый год, волшебство, и мы решили подарить сертификат на приобретение телевизора, чтобы наш Андрей Егорович посмотрел новогодние праздники именно с новым телевизором, да, вот. И все воодушевились и единогласно решили скинуться, кто сколько может, набрали определенное количество и решили сделать маленький сюрприз. И сюрприз удался. Как и принято, подарок положили под елку. Мужчина не сразу понял, что презент адресован ему. До сих пор в восторге. Иметь телевизор было его давней мечтой. Ну, мне позвонили, чтобы я подошел сюда к елке. Я думаю, наверное, опять елку расковыряли дети. Потому что дети до этого разыгрались. Пришел, нет, нахожу благодарственное письмо, сертификат на приобретение телевизора. В шоке был сначала. Сначала как-то не верилось, я еще посмотрел, потом постирал, залез в интернет. Вот, да, это подарочные карты по 5000, и там 3 было, вот на 15 000 я купил себе телевизор. Конечно, душевное, спасибо всем жильцам, конечно. Не ожидал просто, что так вот подарок. Как говорит Лидия Сыроватская, в их дворе всегда чисто, независимо от времени года. И во всем заслуга Андрея Егоровича. Весной был субботник, да? И мы просили его для нас оставить что-то, для того, чтобы жители вышли и поучаствовали в субботнике. Да? Жители 6-го корпуса очень сплочены, всегда поддерживают инициативу друг друга, а за плечами у них десятки добрых дел. Спасение щенков, ежегодная посадка деревьев и цветов, поздравление ветеранов войны, а на входе в подъезд организована полка добра. Ну а новость о благодарности дворнику облетела не только Якутию, но и ее пределы и стала своеобразным флешмобом. А значит, добрых дел станет еще больше.
Месяц назад на телеканале ТНТ вышел мини-сериал под названием «Перевал Дятлова», обсуждения которого никак не утихают. И ведь неудивительно, так как в этом сериале играют якутские актеры и слышна якутская речь. Подробнее в следующем материале. Основано на закрытых материалах дела от 6 февраля 1959 года. «Перевал Дятлова» кинокритики и зрители назвали одним из главных российских сериалов этого года. Фильм основан на реальных событиях. 23 января 1959 года группа туристов во главе с Игорем Дятловым отправилась в поход по Уральским горам, из которого никто не вернулся. Смерть 9 туристов стала одной из загадок века. Вы в курсе того, что произошло? Туристическая группа пропала. Сколько трупов нашли? 4 человека и палатка. Официальное расследование причин гибели 9 советских юношей и девушек длилось вплоть до 2020 года. Проект состоит из 8 серий. Нечетные серии посвящены расследованию, отчетные описывают историю похода. Но кто-то или что-то... Верите, что-то их убило, да? Отчетные серии снимал Павел Костомаров, режиссер сериала «Эпидемия», который недавно похвалил писатель Стивен Кинг. С ним работали якутские актеры Елена Маркова из Саха-театра, Георгий Бессонов из Театра юного зрителя и 7-летний Тимур Романов. Они играют семью Манси, которые являются главными свидетелями тех трагических событий. Дедушку сыграл известный монгольский актер Йондонгин Цог, который прежде работал с Джулией Робертс. В фильме звучит якутская речь, один Тимур говорит на языке манси. Посмотрите обязательно «Перевал Дятлова», если еще не смотрели. Он будет интересен каждому. Все-таки полвека пытается разгадать эту загадку. Откуда знаете русский? Читаю ваших писателей. Холмс Шерлок Бартоломеич прибыл в Россию для поимки преступника. Шерлок Холмс появлялся на экране чаще, чем любой другой литературный персонаж. Как свидетельствует книга рекордов Гиннесса, о приключениях Шерлока снято 211 фильмов, а роль великого сыщика в мировом кинематографе в разное время исполняли 75 актеров. Вот и уходящий год подарил нам нового Холмса в роли Максима Матвеева. Вы поможете поймать убийцу. Итак, Шерлок Холмс идет по следу Джека-потрошителя. Маньяк уже убил в Лондоне нескольких женщин, каждый раз оставляя на месте убийства послание для сыщика. После неудачной схватки с убийцей, в которой ранит Ватсона, Холмс понимает, что его противник сбежал в Российскую империю. И вообще, Джек-потрошитель русский. Первое, что бросается в глаза, такого Шерлока мы еще не видели. Он хорошо говорит по-русски, правда, Максим Матвеев иногда забывает изображать смешной акцент, знаком с творчеством Достоевского и чрезвычайно обходителен с дамами. Благодарю вас. Вы не выглядите богачкой, нуждающейся в благотворительности для очистки совести. Я не богата, это был мой дневной заработок. И на минуточку показалось, что сценаристы больше отталкивались в написании сюжетной линии не работами сэра Конан Дойля, а Бориса Акунина. Возможно, вы также согласитесь со мной. Посмотри сериал. Этот самый английский сыщик. Шерлок Холмс. Шерлок Холмс, частный сыщик. Друзья, хотелось бы напомнить, что сегодня в Якутске ожидается температура от минус 40 до минус 41 градуса, и все учащиеся у нас идут в школу. Ну а сейчас я хотел бы передать слово моим коллегам. Эфир продолжает новостной блок. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. Оценить доступность медикаментов для больных с ковидом во всех российских регионах. Такое поручение дал председатель правительства России Михаил Мишустин Минздраву по итогам ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Мишустин также поручил за неделю разобраться с вопросом о выплатах в полном объеме медикам, борющимся с коронавирусом. Речь идет о 4 регионах – Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях.
Роспотребнадзор советует после вакцинации от коронавируса избегать стрессов для организма. В ведомстве рекомендуют не переохлаждаться и воздержаться от продуктов, вызывающих аллергию. Напомню, в России зарегистрированы 2 отечественные вакцины против коронавируса. Одна разработана центром имени Гамалеи, другая центром «Вектор». В скором времени возможна регистрация 3-й вакцины, созданной научным центром имени Чумакова Российской академии наук. В селе Бахсы Чурапчинского района открыли фельдшерско-акушерский пункт в рамках национального проекта здравоохранения. Новый объект полностью оснащен медицинским оборудованием и мебелью. Есть кабинет фельдшера, процедурная, смотровой кабинет и подсобные помещения. Местные жители отмечают, что это отличный подарок к Новому году. Открытие этого ФАП очень знаменательно и очень важно для социального развития, и для населения в общем. За короткие 2 месяца подрядчик даже за неделю раньше срока закончил строительство, и дополнительно нам выделили деньги для приобретения медоборудования и мебели, которые мы тоже закупили и полностью установили, которая отвечает стандартам по оснащению ФАПа. Дальневосточную авиакомпанию создадут до 1 февраля следующего года. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чукунков. Он отметил, что договоренности были достигнуты с главами субъектов Дальневосточного федерального округа. Авиакомпания будет работать на базе «Авроры». Дистанционное оформление пенсий и пособий продлят до конца 2021 года. Напомню, такой порядок ввели в апреле из-за пандемии COVID-19. В документе уточняется, что упрощенное назначение выплат распространят и на граждан, которые выехали на постоянное жительство за пределы России. Если нововведение покажет эффективность, его могут закрепить на постоянной основе. В Роскачестве дали рекомендации по выбору живой елки. Эксперты советуют обратить внимание на состояние хвои, которая не должна быть сухой и ломаться. Роскачество отмечает, если иголки пожелтели, значит дерево срубили уже давно. Вес дерева должен быть пропорционален его размеру, а слишком тяжелое дерево может говорить о напитанности влагой. В организации также рекомендуют после покупки дать дереву согреться до комнатной температуры в течение нескольких часов. Затем они советуют напитать дерево влагой, обновить его срез и поставить на сутки ведро с водой. Для установки елки можно использовать искусственный пористый материал, который хорошо впитывает и долго удерживает влагу. К этой минуте у меня пока вся информация. Берегите себя, носите маски и соблюдайте социальную дистанцию. До встречи. В 2022 году Республика Саха-Якутия отметит столетие образования Якутской АССР. 27 апреля 1922 года Якутия стала автономной республикой в составе России. В год празднования столетнего юбилея автономии Якутии мы вспомним главное о людях и событиях. Первые тонны самородного алданского золота, бесстрашный подвиг якутских солдат на военном фронте, первый алмаз на Вилюе, открытие университета, строительство газопровода на вечной мерзлоте, олимпийское золото, самобытный театр. Летопись родной Якутии хранит память о каждом, кто своим трудом и стремлением к невозможному сумел построить в суровых условиях Крайнего Севера новый мир. В 2022 году вместе празднуем столетие образования Якутской АССР. Новый год – праздник волшебства и сказки. Наши товары создадут праздничную атмосферу. Волшебство приходит вместе с азбука. Далбар хотун. Сахачактарын маанылах, ымылах, өрө тудар күнде ада. Далбар хотун эдерген кыз оғыттон, эрге сүттер кемче киеттен, оғытун түйігер көтөх бүтиеттен, сенен сыллы ребеттен, үйнен сайдан тақсар. Ах, суруттар Далбар хотун сурналы. Пора праздничных салютов. Выбирайте проверенный временем русский фейерверк в компании «Салют ЯКТ». Наши адреса: город Якутск, Покровский тракт, 4 километр, дом 2, Чернышевского 51/2, Жарницкого 56, ТВЦ «Оптимист Проф». Дарите детям радость.
Еще раз доброе утро, дорогие друзья. С вами вновь передача «Новый день». Мы работаем в прямом эфире и хотели бы сейчас приступить к нашей следующей теме. В этом году столетие со дня основания отмечает дошкольное образование в России, ну и в Якутии соответственно. В связи с этой знаменательной датой сегодня в Якутске у нас стартует научная конференция. Как же будет проходить данное мероприятие, нам расскажет заместитель руководителя Центра развития ребенка детского сада номер 10 города Якутска под названием Туллукчан Айталина Владимировна Кротова. Сейчас она с нами на прямой связи. Итак, Айталина Владимировна, доброе утро. Доброе утро, уважаемые жители республики. Сегодня действительно стартует онлайн-конференция научно-практическая, которая называется «Качество дошкольного образования. Стратегический ресурс будущего». Она состоится при поддержке Министерства образования Республики Саха-Якутия, Института развития образования и повышения квалификации, лаборатории развития ребенка Института системных проектов Московского городского педагогического университета и Республиканского комитета профсоюзов работников образования. Данная конференция пройдет в онлайн-формате, как я уже сказала, хотя изначально, более года назад, она планировалась как очная конференция. Работа на площадке конференции состоится в 4 секциях, параллельно будет идти 20 треков. Во время конференции будут представлены разные новые форматы, такие как аквариум, педагогическая кухня. И я думаю, что большой интерес дошкольной общественности и жителей республики вызовет 4-я секция, там, где будет представлена практическая работа наших детских садов республики. Это мастер-классы и виртуальные экскурсии. Мы говорим о том, что есть у нас мастер-классы, 4 секции. Вот в целом, вот помимо этого, что еще будет представлено в программе этой конференции? Помимо этого, будет идти обсуждение, дискуссии на всех площадках, и предполагается небывалое участие большого количества приглашенных гостей. Это ведущие спикеры, ведущие ученые международного и российского масштаба. География их очень широка. Это ученые из Нидерландов, из США, из Великобритании, также республики Беларусь, Азербайджан и широкая география российских городов. И, конечно, к работе конференции подключатся и участники со всей нашей республики. Говорим, мы о том, что действительно очень масштабное мероприятие у нас стартовало, даже приглашенные специалисты из зарубежья. А если говорить о годе уходящем, годе 2020, в каком направлении, по вашему мнению, якутское дошкольное образование проявило себя успешнее всего? Спасибо за вопрос. Вообще, прежде всего, хочу сказать, что главное достоинство дошкольного образования нашей республики – это его вариативность. Это использование веера возможностей педагогическими коллективами в выборе программ, в выборе технологий и подходов. Вот это была всегда наша сильная сторона. Надо сказать то, что это, в принципе, и соответствует принципам федерального государственного стандарта дошкольного образования. И хочу сказать, что республика всегда активно участвовала в различных международных российских исследованиях по качеству дошкольного образования. И, в общем, является достаточно субъектом с активной позицией. Считается, что уровень дошкольного образования в сравнении с другими регионами достаточно высокий. Но действительно выделяется, у нас в республике уделяется достаточное внимание. Хотя и существуют разные тоже проблемы. Конечно, без этого никак. Считается, что Республика Саха-Якутия – это регион, который в процессе обновления дошкольного образования занимает лидирующие позиции. Находимся в процессе обновления, на такой ноте нам сейчас нужно попрощаться. Большое вам спасибо, Айталина Владимировна. Еще раз поздравляем вас. Не с этим днем, мы знаем то, что уже на протяжении всего года идут различные мероприятия. И сегодня одним из завершающих будет эта самая научная конференция. Желаем вам плодотворной работы и успешного дня.
Ну что Спасибо. ж, друзья, сейчас мы уйдем на короткую рекламную паузу, после которой вернемся и продолжим наш эфир. Впереди тоже очень много интересных тем, так что оставайтесь с нами. Алроса, помимо налогов и дивидендов, ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом Алроса вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. Алроса. Якутская компания. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Военный комиссариат Республики Саха-Якутия призывает на военную службу. С 1 октября по 31 декабря 2020 года проходит осенний призыв на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Для прохождения военной службы и для получения отсрочек от призыва на законных основаниях всем гражданам призывного возраста необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства или по номеру 8 41 12 23 42 31. Сделай правильный шаг к новой жизни. Служи России. Военный комиссариат Якутии напоминает, что уклонение от службы карается по закону. Ноутбукарга отут бірігінгі дері чепчеті. Респект, Джокускай, Ленин проспеган отут алтата. Видал? Мам, что поесть? Я за продуктами. Иду за продуктами, а сама делайте покупки, не выходя из дома, на sbermarket.ru. Теперь в Якутске. Сбермаркет. Ходите в магазин по-новому. В эфире «Новый день», мы продолжаем наш эфир. В век высоких технологий у эвенков и у людей, всех желающих изучить эвенкийский язык, появилась еще одна уникальная возможность. Дело в том, что владельцы смартфонов на базе Android теперь могут установить приложение под названием «Русско-эвенкийский разговорник» и «Русско-эвенкийский словарь». Оба приложения, отметим, что абсолютно бесплатные, к тому же могут работать в офлайн режиме. Тему продолжат мои коллеги. Автор мобильного приложения, переводчика с русского языка на эвенкийский Николай Апрасимов, родился в известной творческой семье. Его отец Андрей Апрасимов – художник, а дедушка – гордость эвенкийского народа, поэт, писатель, художник, прозаик и фольклорист Дмитрий Нестерович Апрасимов. С самого детства маленький Коля часто слушал дедушкины сказки, легенды, предания на родном языке, поэтому сейчас очень переживает за сохранение родного языка, за будущее своего народа. Так и появилась идея создать роботизированный голосовой переводчик. Вот так выглядит интерфейс Аяны. Он довольно-таки простенький и стильный. Чтобы активировать и начать перевод, нам необходимо нажать на значок микрофона, который есть внизу справа. Привет! Привет, Николай! Первым шагом к Аяне стал проект Аяврик. Но он был такой медленный, обладал несуразным интерфейсом, что от него пришлось отказаться, признается Николай. Не хватало и образования, и соответствующих знаний, и, без сомнения, капитала вложений. Но крепка была мотивация. Потихоньку появились и те, кто поддержал идею Николая, а позже он выиграл грант. Я могу для тебя сейчас перевести любое эвенкийское слово. Доброе утро, переведи. А это Галтынет, а это Манит. Меня зовут Николай. Гербив, ваше имя. Приложение несложное в использовании. Для этого требуется версия Android 2.2 или более поздняя версия. Оба приложения полностью бесплатные, работают офлайн и не требуют интернет-соединения для работы.
Также скромный автор проекта в будущем планирует создание мобильного приложения с возможностью мгновенного перевода с русского языка на эвенкийский с дальнейшим продвижением в онлайн-маркетах App Store и Google Play Market. А уже сейчас работает и другое детище Николая – портал по изучению эвенкийского языка при помощи эвенкийских сказок, легенд с переводом на русский язык. Друзья, сегодня 90 лет исполнилось бы Анне Николаевне Мыреевой, известному лингвисту, специалисту в области лексикологии, диалектологии и грамматики эвенкийского языка, специалисту по фольклору эвенков, поэту, переводчику, известному не только в российском, но и в мировом научном сообществе. О ее жизни и деятельности мы поговорим с ее ученицей, научным сотрудником отдела северной филологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук, кандидатом филологических наук Натальей Егоровной Захаровой. Итак, Наталья, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, говорим мы об Анне Николаевне, вспоминаем ее. Если говорить о ее вкладе в мировую науку, что вы можете сказать? Ну, во-первых, надо сказать, что Анна Николаевна Мыреева является первым кандидатом филологических наук из числа эвенков. И, конечно, ее вклад неоценим для нас, эвенков, в первую очередь, и для североведения, тунгусоведения в том числе. Это, во-первых, наиболее на сегодняшний день полный словарь, эвенкийско-русский словарь. Да, вот мы видим. Вот так вот он выглядит. Более 30 тысяч слов содержит. И я потом чуть позже еще расскажу о них. И вот одна из последних работ, которая уже вышла после смерти Анны Николаевны, это Дулин Бугатар Гандунин, это эпос эвенков. И это на сегодняшний день самое полное тоже фольклорное произведение большое, которое мы очень бережем. И это все, естественно, является ее наследием. Это не все книги, которые она издала. У нее более 100 научных работ, 5 из которых являются наиболее крупными. Ну и вот в том числе вот эти работы. Ну если говорить об Анне Николаевне, да, мы знаем то, что вы являлись ее ученицей, отметили это мы в начале нашей беседы. Что вы можете сказать о ней как о наставнике и как о человеке? Ну, она очень добрый, в то же время очень строгий, требовательный человек, да? Ну, лично меня судьба с ней столкнула еще в детстве. Анна Николаевна Мыреева для всех эвенков является легендарным человеком, и все эвенки ее знают. Поэтому в подростковом возрасте я впервые ее увидела, и в тот момент я не думала, что я буду заниматься наукой, и уже более близкое знакомство с ней произошло уже когда я поступила в аспирантуру. И она буквально ввела меня в науку, была моим наставником, моим заведующим первым. У меня очень теплые воспоминания. Ну, конечно, хотелось бы, да, чтобы у каждого человека был такой духовный и такой мастеровитый, выдающийся наставник, конечно. Хотелось бы это пожелать каждому. Но мы говорили об основных работах, да, Анны Николаевны. Представили книги, мы озвучили то, что более 100 научных трудов. Впечатляющие, конечно, цифры. Вот если говорить о главных ее работах, какие вы отметили? Мы говорили о словаре, да? Да. Помимо этого есть еще серия памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока. Эта серия издается в Новосибирске сибирскими коллегами. И вот Анна Николаевна была одним из составителей первого тома этой серии. Это 50-томная серия. И первый том вышел в 1990 году. И в 2002 году за этот том она получила государственную премию
в области науки и техники. Она является лауреатом государственной премии. Да. Ну, мы знаем, что в ее послужном списке действительно очень много вот премий, различных наград. Вот мы говорим о том, что у нее действительно более 100 научных работ, да, вот о продолжении вот ее дела. Все, что мы, ну я не скажу, что прям все, но все, что сейчас мы делаем, конечно же, не обходится без ее трудов. Ее труды являются для нас своего рода базой или основой, да, потому что она начала с диалектов нашего родного венгийского языка, и она описала все диалекты эвенков Якутии. Она очень любила ездить к своим эвенкам, как она говорила, да. На ее счету более 40 фольклорно-лингвистических экспедиций, то есть это она непосредственно выезжала в места проживания эвенков. Наверное, все знают, что эвенки живут на большой территории разбросанной, и за пределами России тоже. Вот хотелось бы поинтересоваться, вот сколько вообще диалектов существует? Эвенкийский язык делится на 3 наречия, которые в свою очередь делятся на множество говоров. Якутские эвенки говорят на восточном наречии, и как мы уже убедились, что мы очень хорошо понимаем друг друга, несмотря какое наречие бы ни было. Да? Все равно язык остается один. И даже вот в прошлом году мы ездили к китайским эвенкам, сородичам. Мы их тоже спокойно понимали на эвенкийском языке. Нам не нужен был другой переводчик. Поэтому Анна Николаевна всю жизнь посвятила себя тому, чтобы сохранять, показать богатство родного языка, да, и именно с такой целью вот она каждый день скрупулезно занималась вот составлением вот словарей, фольклор. У нас остается совсем мало времени. Хотелось бы вот поинтересоваться вот о книгах, да, вот, которые вы представили. Где можно вот ознакомиться с этой литературой? Эта литература вся есть у нас в институте. Можно купить ее, да. И сегодня будет круглый стол, посвященный Анне Николаевне. Пожалуйста, на сайте нашего института есть. Ну что ж, Наталья Егоровна, благодарим вас за то, что нашли время и посетили нашу студию. Мы желаем вам хорошего дня. Ну и, дорогие телезрители, на этом мы с вами прощаемся. Эфир продолжит Сангакюн и мои коллеги, так что оставайтесь с нами.